Православные жители Сосногорска отпраздновали Воскресение Господне. Впервые с пандемией в городе был организован крестный ход. Верующие прошли от храма Серафима Саровского в микрорайоне до храма Покрова Пресвятой Богородицы в промышленной части. Спустя 2 года мы вновь прошли крестным ходом по Сосногорску на Пасху. Традиционно, как много лет оно было. В связи с ограничительными мероприятиями в те годы у нас не получилось. Но тем не менее, сегодня снова с радостью, с большой, мы прошли по городу, кропили святой водой и прославляли воскресшего Христа. Мы радуемся, что Господь совершил эту победу над смертью. Нам открыта о человеке удивительная вещь. Человек – существо вообще уникальное в том смысле, что мы сами не знаем, кто мы, для чего живем и что будет. Поэтому нам дано верить, что после смерти или жизнь продолжается, или ничего нет. Но нам Господь открыл, что Он есть любовь, и Он человека создал для вечной жизни. Но это возможно только если человек станет похожим на Бога. На Бога, а Бог есть любовь. Поэтому Господь нас, так скажем, привел в мир через семью. Семья – это я не один, а и ребенок мой – это я, и дочка, и сын. Больно им, больно мне, хорошо им, хорошо мне. И в семье мы учимся любить. Будет семья, будешь заботиться, будешь трудиться, ухаживать за кем-то, помогать. Это всегда трудно. Трудиться, делать добро – это тяжело, а легче ломать, всегда строить трудно. И сегодня мы радуемся воскресшему Христу, Спасителю. Переживали Великий пост, все это время мы готовились, в меру сил кто-то постился. Но сегодня радуемся, что Господь воскрес, и всем желаем иметь светлую радость в душе. Христос воскресе! После крестного хода сосногорцы могли собраться в городском доме культуры «Горизонт», где состоялся праздничный концерт «Пасха Красная» с участием национальных творческих коллективов Сосногорска. Насколько я помню, все мое детство прошло в этом празднике, потому что когда наступала Светлая Пасха, всегда родители собирались вся родня. У нас очень много, как вы знаете, в старых семьях очень много братьев, сестер, у меня очень много дядек, тетушек, пели песни, красили яйца. Я помню очень большое количество цветных разукрашенных яиц, очень вкусные пасхальные куличи. Поэтому этот праздник идет по жизни со мной. Уже, будем говорить, 6-й десяток лет мы постоянно, ежегодно празднуем этот праздник. После концерта в рамках Всероссийского фестиваля дарения «Мы вместе» в фойе Дома культуры каждый мог бесплатно получить пасхальный кулич, а также сделать фотографию в фотозоне. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко и директор Сосногорского газоперерабатывающего завода Юрий Дегтев обсудили социальный вклад предприятия в развитие муниципалитета. Встреча прошла в неформальной обстановке. В начале диалога Сергей Васильевич поблагодарил Юрия Леонидовича за участие в организации праздничных мероприятий в прошлом году. И в первую очередь я хочу, конечно же, поблагодарить вас и в вашем лице всех заводчан за то, что откликнулись на нашу просьбу, на просьбу муниципалитета принять участие в оформлении нашего города и оказали посильную помощь в оформлении нашего города к подготовке к новогодним праздникам. Огромное вам за это спасибо. И примите от меня это благодарственное письмо вам и всему вашему коллективу. Спасибо. Спасибо. Директор Сосногорского ГПЗ подчеркнул, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, руководство предприятия понимает всю ответственность перед муниципалитетом. Безусловно, мы не можем остаться без участия к тем просьбам, которые те или иные учреждения высказывают, обращаются в наш адрес. Естественно, мы это дело транслируем в вышестоящую организацию для того, чтобы были выделены гарантированно деньги, были оформлены соответствующие отношения, и деньги дошли не просто так, а именно для того, для чего они действительно предназначены. Мы не первый год этим занимаемся. Понятно, что не всегда и финансы выделяют, бывает не так быстро выделяют, как хотелось бы. Но тем не менее и в последнее время есть понимание в обществе и в ПАО «Газпром», что такая помощь, она просто необходима. Потому что не может быть так, чтобы предприятие, которое в свое время являлось действительно градообразующим, и поселки, которые они возникали именно вокруг предприятия, а не предприятие возникло когда были поселки.
Как отметил директор завода, в прошлом году общество «Газпром Переработка» оказало адресную помощь нуждающимся людям, благотворительную помощь муниципальным образовательным учреждениям, детским дошкольным учреждениям, религиозным организациям. Всего около 4 миллионов рублей. Благотворительная деятельность продолжается и в 2022 году. Так, в первом квартале договоры были заключены с Сосногорской первой школой и первым детским садом. Также помощь будет оказана подопечному обществу инвалидов города. И своему генеральному директору объяснял, что мы в любом случае будем оказывать посильную помощь. Ну, может быть, не деньгами, но вот такая помощь, как там автотранспорт, снегоуборочная техника. Здесь мы всегда готовы помочь. Безусловно, всегда стараемся участвовать во всех акциях, которые проходят в городе. Уборка города, там, посадка зеленых насаждений. Вот, и по возможности всегда в этом будем принимать участие. Вот, у нас неплохая служба, молодежная организация. Вот, ребята очень активные и участвуют и в различных акциях. Там, собери ребенка в школу и так далее. И на 9 мая традиционно шествуем над памятными местами павших в Великой Отечественной войне в деревне Пужня. Не забываем и тот поселок, с которого завод начинался, Верхнеижемский. Вот, поэтому так и будем продолжать. Обсудили на встрече и предстоящие праздники. Директор Сосногорского ГПЗ заверил, что завод примет участие как в первомайских мероприятиях, так и в праздновании Дня Победы. В конце беседы Сергей Дегтяренко поздравил всех работников компании «Газпром Переработка» с предстоящим юбилеем и вручил подарок. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В России прошли командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. Как и по всей стране, в Сосногорске тоже отработали взаимодействие органов управления, а также сил и средств Коми-республиканской подсистемы РСЧС. На учение привлекалась, значит, у нас на сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципального района Сосногорск, эвакуационные комиссии, значит, подразделение пожарной охраны, силы и средства Главного управления Республики Коми, Сосногорское лесничество, значит, медицинская служба, полиция, ну и другие силы, которые, в общем-то, участвуют в тушении и ликвидации чрезвычайной ситуации. Первым сценарием стало наводнение в период половодья. Согласно легенде, произошел подъем уровня воды в реке, и в зоне подтопления оказались 4 населенных пункта. Вообще у нас подтапливается 4 населенных пунктов, но больше всего у нас страдает Устюгта. Для эвакуации населения у нас разворачивается пункт временного размещения в Устюгте на базе средней школы. В этом году были закуплены раскладушки, и мы развернули пункт временного размещения, расставив спальные места, организовано горячее питание в столовой, в кафе, для того, чтобы людей можно было комфортно размещать. Также была организована комната матери и ребенка. Практически все это отрабатывалось в целях подготовки уже к настоящему половодью. О действиях в период половодья жителям Устюгты рассказали и сотрудники отдела надзорной деятельности. Специалисты напомнили местным жителям, что в селе есть пункт временного размещения, в котором можно укрыться во время чрезвычайной ситуации. Также устюгтинцам рассказали о мерах пожарной безопасности. В прошлом году вода высоко не поднималась, и было, скажем так, все спокойно, благополучно. В 2020 году был высокий уровень воды, и люди там в своих дворах на лодках пробирались. Вот, иначе никак нельзя было. Затем действия развернулись на территории детского санатория «Кедр». Рядом с ним, согласно учениям, вспыхнул лесной пожар. Возникла угроза жизни пациентов и сотрудников учреждения. Всего более 100 человек. Детей и взрослых эвакуировали из здания, а после отработки сценария ребятам рассказали об особенностях пожарной техники. Мы в рамках этих учений посмотрим, как действует персонал,
как он будет работать в случае реальной угрозы. Вот. Основной упор делается на просмотр действий персонала, а также посмотрим те документы, планирующие документы, по которым это учение проходит. Напомним, командно-штабные учения проводятся регулярно в весеннее время. Их главной целью является отработка действий по актуальным для региона рискам, прохождению весеннего половодья и предстоящего пожароопасного сезона. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорские предприниматели озвучили свои проекты в рамках республиканской программы «Народный бюджет». Всего представители малого и среднего бизнеса выдвинули 4 инициативы. 2 проекта представил Артем Зверев. Первый – приобретение автотранспорта с рефрижератором для доставки полуфабрикатов. Предприниматель является поставщиком полуфабрикатов в 6 муниципалитетов республики, в том числе в 11 торговых точек Сосногорского района. В данный момент на предприятии нет собственного транспорта, пользуемся транспортом сторонним. И доставка товаров до городов Сыктывкар, Печора, крупных, не так сложная, поскольку транспорты ходят, хорошие дороги. А такие удаленные пункты, как Усынемский район, Ижемский район, Диюр, Шилиюр и так далее, здесь есть логистические сложности. И как раз для решения этих сложностей нам требуется автомобиль. Автомобиль небольшой, как раз для вот таких небольших населенных пунктов. Это позволит нам увеличить штат как и мастеров изготовления, и водителя, и, возможно, огромные потенциалы на будущее. В рамках второго проекта планируется приобретение спецтехники для доставки товаров в деревни Винла и Порожск. Как отметил предприниматель, из-за отсутствия круглогодичной дороги имеется проблема завоза продуктов в эти населенные пункты. В летнее время они привозятся только по реке. В зимний период доставка товара проходит с декабря по середину марта, по зимнику. А в межсезонье не производится вовсе, в связи с невозможностью использовать в этот период водный и наземный транспорт. Это проект больше, наверное, не экономический, а социальный. И вы просто, наверное, не знаете об этом. На протяжении всех этих 10 лет в определенное время, в демисезон, есть сложность с доставкой продуктов. Наверное, нам, городским жителям, тяжело это понять, что нельзя пойти в магазин и купить, что хочешь. Там такие сложности есть и есть каждый год. Еще один проект, выдвинутый сосногорскими предпринимателями, предполагает обустройство наружного освещения на территории приюта для животных. В 2022 году запланировано создание и открытие приюта для животных без владельцев в городе Сосногорск по адресу улица Набережная, дом 20. В данном приюте будут находиться животные без владельцев, отловленные в городе Сосногорске. В связи с этим на улицах города бездомных собак станет меньше. Следовательно, повысится безопасность жителей и санитарная обстановка города. Для обустройства приюта администрация муниципального района Сосногорск выделила фонду на безвозмездной основе земельный участок. Сделана заявка на подключение к сети электроснабжения, прорабатывается вопрос по водоснабжению. Для обустройства территории будущего приюта фонду необходимо приобрести и установить опоры и светодиодные светильники, проложить кабель для наружного освещения. Фондом уже закуплены за счет своих средств балки. Также будут закуплены будки для собак за счет выделенной субсидии Минсельхоза. Цель проекта – благоустроить территорию приюта. Четвертый проект представил предприниматель Василий Зверев. Он выступил с предложением о приобретении оборудования для осуществления грузового и легкового шиномонтажного сервиса. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. 2022 год особенный для организаций, которые осуществляют деятельность по обеспечению пожарной безопасности нашей страны. 15 июня исполняется 130 лет со дня основания общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». А 18 июля 95 лет отметит Государственный пожарный надзор. Юбилейным датам посвятили праздничное мероприятие, прошедшее в стенах городского дома культуры «Горизонт». Истоки ваших служб берут свое начало далеко, глубоко в веках отечественной истории. Конечно же, с течением времени многое меняется, поменялись и объемы работ, которые вы выполняете, поменялись и задачи многие, но остается неизменным главная функция. Это сохранение
благосостояние нашей страны, спасение жизни людей и их имущества. И с этой задачей вы прекрасно справляетесь. Благодаря вашему ежедневному, порой кропотливому труду каждый сосногорец может с уверенностью сказать, что мы с вами под надежной защитой. 130 лет российская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество» поддерживает традиции российских пожарных добровольцев. Основным приоритетом было и остается формирование культуры безопасного поведения среди населения. Массовое обучение мерам пожарной безопасности. Деятельность ВДПО решает по-настоящему социальные проблемы. И в этом ВДПО является настоящим помощником нашего государства в решении вопросов, которые нужно решать всегда. Это в первую очередь защищенность граждан от пожаров. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. Вооруженные знаниями о собственной безопасности, наши граждане уже спасены от удручающих последствий пожаров. Служба государственного пожарного надзора уже 95 лет выполняет функции по предупреждению возникновения пожаров. Время показало значимость и необходимость такой службы. Ведь деятельность специалистов Госпожнадзора направлена на предупреждение беды, предотвращение гибели людей и сохранение материальных ценностей. Предупреждение и профилактика чрезвычайных ситуаций и пожаров, пропаганда пожаробезопасного поведения граждан в русле общей концепции культуры безопасности жизнедеятельности являются приоритетными направлениями деятельности наших сотрудников. Люди, которые приходят на службу в надзорные органы спасательного ведомства, профессионалы, ответственные, принципиальные и беззаветно преданные своему делу. Главным результатом работы является устойчивый тренд к снижению количества пожаров и человеческих жертв. Сосногорских сотрудников Государственного пожарного надзора и Всероссийского добровольного пожарного общества поздравили представители спасательных служб и силовых ведомств. Теплые слова виновникам торжества адресовали руководители муниципальных бюджетных организаций. В завершении праздничного мероприятия были награждены победители конкурса детского творчества. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.